Крыму попрощались с известным крымско-татарским художником Мамутом Чорулу. 78-летний живописец, искусствовед, этнограф, мастер декоративно-прикладного искусства скончался 17 февраля. 21 января художник попал в ДТП на Ялтинской трассе и получил тяжелые травмы. Все это время он находился в больнице. Весть о неожиданной кончине Мамута Чорулу потрясла весь крымско-татарский народ, ведь он был одним из самых активных и деятельных людей крымско-татарского социума. Его смерть – это невосполнимая утрата. Арслан нағышчыларға бұл вақия бұл хаберпек балабан яны қолды. Çünkü Мамут ағаның бірлікте біздер 2008 сенесіден берлі біледік бір-берлеріміздің, о біздерге біздің нағыш курсларына çok yardımcı, біздің ескі örneklerini tapıp, оларын tercüme etip, оларын біздерге аңнатып, біздерге doğru yolun öğretip, біздерге балабан бір ocа еді, таянч еді. После полувекового опустошения Чорулу Мамут внес огромный вклад в развитие, возрождение народного декоративно-прикладного искусства и понимание орнамента крымско-татарского народа. Тяжело говорить, потому что мы многое потеряли, но остались ученики, я думаю, будет возрождаться наше искусство благодаря его усилиям. Я знала Мамут ага как очень крепкого духом человека, сильного, преданного своему народу и своей земле. Я очень остро чувствовала, что кисть в его руках была не просто предметом, с помощью которого он творил, но и орудием в его руках. Он писал картины, которые отражали его мироощущения, его настроение, его несогласие, его большое сердце и патриотизм навсегда останется в памяти моей и моего народа. Получив музыкальное образование, еще в Узбекистане Мамут Чорулу заинтересовался живописью и декоративно-прикладным искусством. Всю свою жизнь он посвятил возрождению крымско-татарского искусства и культуры. Он стоял у истоков создания Крымско-татарского музея, Ассоциации крымско-татарских художников, работал над возрождением традиции крымско-татарских килимов, не переставая творить собственные шедевры. Усилиями Мамута Чорулу крымско-татарский орнамент Орнек и его смыслы были включены в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Он был не просто известным на весь мир крымско-татарским художником, но и учителем и наставником. По его инициативе была открыта творческая группа «Чатырдах», объединившая целую плеяду крымско-татарских художников и мастеров, для которых Мамут ага был и главной поддержкой, и первым критиком, и духовным отцом. Я не могу даже сформулировать свою речь таким образом, чтобы я смог выразить полноту внутренних своих ощущений в связи с утратой легенды. Это был наш, я его часто называл наш папа крымский. Он улыбался, ему было приятно это слышать, он понимал свой вклад, который мы, наверное, до сих пор не можем оценить, этот вклад, который он внес в нашу культуру, в наш народ, благодаря которому весь мир узнал о крымских татарах. Я благодарен тому, что он не просто как бы собирал и где-то прятал это, а он бескорыстно, безвозмездно делился абсолютно бесплатно со всеми, кто желал получить эти знания. Менімше о бек бұйық біздің халқымыз үшін ветан первер. Біле вақытта бір шеге бақмайып, оның ең бұйық вазифесі еді біздің медениетімізді көтертмеге. Асылы Қырым татар же, Қырым татар ұсуларында әрбішейіні yapmaға. Менімше о бек бұйық өже, біздің үшін о бек бұйық өже. Бүгін бек бұйық Харакун. Это тот человек, который серьезный толчок дал в моей деятельности. Можно сказать, с нуля до того уровня, на котором сегодня нахожусь. Это все благодаря его знаниям, которые он передал нам. И для меня это очень большая потеря. Он был всегда
очень позитивно настроенным, всегда смотрел вперед, и хочется верить в то, что все, во что он вложил свои силы, будет оправдано, и мы будем достойно продолжать дело, начатое им. Для меня он открыл новый мир живописи, более глубокой, осмысленной, и новые грани в крымско-татарском искусстве, в крымско-татарском орнаменте. Я очень благодарна, что в моей жизни был такой человек, такой учитель, учитель с большой буквы.